В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. У нас сегодня в гостях заместитель директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Исмаиль Аль-Мирзаев. Исмаил Машвол. Первый вопрос. Как вы оцениваете роль религиозных конфессий в укреплении народного единства современной России? Есть ли межрелигиозный диалог? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. В России в целом и в Чеченской Республике в частном, если взять, межрелигиозный диалог, он присутствует однозначно, потому что в большинстве своем народы России, они придерживаются традиционных конфессий, такие как ислам, христианство, иудаизм и так далее. И у нас в республике присутствует, соответственно, это мусульманская конфессия, это православная церковь. И поэтому у нас, если так взять, в целом межрелигиозный диалог между этими двумя религиозными направлениями выстроен очень конструктивно, потому что когда празднуются мусульманские какие-то в республиканском масштабе мероприятия, принимают участие представители Русской Православной Церкви, когда проходят важные события государственных мероприятий, принимают активное участие, принимают и мусульманские, и православные организации принимают активное участие. Также представители этих конфессий у нас включены в состав советов, которые у нас находятся при разных ведомствах, такие как Совет по национальной политике, который курирует у нас Министерство нацполитики. Также они активно принимают участие во всех важных событиях нашего региона. И с этой точки зрения, если посмотреть, вытекает такой вот итог, что межрелигиозный диалог, взаимодействие налажено очень на высоком уровне. Как департамент работает в целом по предотвращению возможных конфликтов на религиозной почве в контексте празднования Дня народного единства? Либо вообще этот вопрос не стоит у нас? Дело в том, что если конкретно по такому вопросу департамент сам своей деятельностью не уполномочен, но вокруг данной темы департамент проводит такие мероприятия, как всем нам известно, по инициативе главы Чеченской Республики у нас реализуется с 2013 года единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. И поэтому одним из важных и первых пунктов реализации данной концепции стоит популяризация традиционных духовных ценностей народов Чеченской Республики, то есть народов Чеченской Республики. Именно подчеркиваю, потому что у нас проживают не только чеченцы, проживают нагайцы, кумыки, татары и, соответственно, русские, которые исповедуют свою религию. И в этом контексте у нас проводятся такие мероприятия по популяризации этих ценностей. Приглашаются на эти мероприятия представители как мусульманской религии, так и представители Русской Православной Церкви, которые, соответственно, делают напутствие своей аудитории. Какие новые направления в работе департамента вы считаете приоритетными для дальнейшего укрепления народного единства на основе религиозных ценностей? Однозначно, возвращаясь к истокам, еще в начале 2000-х годов, дело в том, что первый президент Ахмад Хаждай Аллазов по его инициативе именно был создан этот департамент, в котором мы работаем. И, соответственно, его задачей и целью было именно межрелигиозный диалог на тот момент. И продолжая эту работу, на сегодняшний день у нас добавились дополнительные проекты, такие как гармонизация брачно-семейных отношений, такие как единая концепция духовно-нравственного воспитания. И также у нас, благодаря инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, ежегодно уже как традиция реализуется грант главы Чеченской Республики, в рамках которого некоммерческие организации реализуют свои проекты, направленные на те социальные вопросы, проблемы, которые они видят, через призму которой они сами работают. И в большинстве эти проекты направлены на духовную составляющую для народа Чеченской Республики, как обогащение языка, как культуры, также и традиций. И в этом направлении, я думаю, необходимо более акцентировать внимание, потому что этой работой мы не только
поддерживаем некоммерческую организацию, но и в лице этих некоммерческих организаций мы делаем себе очень хороших помощников. Исмаил, как бы ты оценил роль власти в укреплении народного единства в нашей стране в целом? Насколько важна роль власти, либо все-таки люди являются основным элементом этого единства народного? Дело в том, что власть и народ — это как душа и тело. То есть один без другого, который не может существовать. Поэтому обязанность власти и обязанность народа равнозначны, потому что власть призвана регулировать соответствующие направления и поддерживать все необходимые потребности своего народа. Туда входит и социальное направление, туда входит экономическая составляющая, туда входит и политический аспект, все, что касается для того, чтобы существовало это государство. И, соответственно, народ, люди тоже должны следовать тем ценностям, тем канонам, тем законам, которые действуют в этом государстве. Лишь только синхронизируя обе стороны, можно выстроить такой конструктивный диалог. И, конечно, как два крыла для птицы, власть и народ оба должны стараться для того, чтобы сохранить народное единство, чтобы сохранить традиционные и духовные ценности. Воспитание подрастающего поколения насколько важно в становлении этого единства, либо в формировании единства в обществе? Воспитание подрастающего поколения — это один из важных аспектов, потому что если мы хотим сохранить то, что мы на данный момент имеем, и передать его в таком состоянии или же более лучшем, чтобы оно сохранилось, нам необходимо воспитать подрастающее поколение, которое может взять бразды управления в свои руки, которые будут достойны, чтобы продолжить именно тот путь, который на сегодняшний день продолжают их предшественники, их родители, их взрослые, старшие, которые, соответственно, нам в первую очередь, нам самим надо стать для них примером, чтобы они захотели это перенять у нас. Я напоминаю нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был заместитель директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Исмаил Эльмирзаев.